Спасибо, спасибо, друзья, за приветствие. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Так, слышно, да? Нет, не слышно. Я тогда так скажу. Слышно? Мы очень рады вас здесь видеть. Мы сегодня заканчиваем цикл мероприятия, наш такой большой, наш марафон литературно-просветительский, который называется «Русские писатели в Чувашии». И сегодня мы очень рады видеть гостем нашим Фарида Нагимова. И мы с вами, опять же, окунемся в такой особый мир литературы. Буквально несколько слов о Фариде Сагиджановиче. Это прозаик, драматург, педагог, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького, лауреат различных литературных премий, член редколлегии журнала «Дружба народов». Его творчество хорошо известно в Европе, особенно драматургические его вещи. Это в Швейцарии, Германия, Польша и, может быть, даже как-то мы выйдем на эту тему. Да? Вот. И сегодня мы будем говорить, конечно, прежде всего о книгах. Наш традиционный вопрос, который мы всегда задаем, о том, какую роль в вашей жизни сыграла библиотека или библиотеки, книга, вот в вашем становлении как человека и как писателя. Пожалуйста. У меня есть заготовленный вопрос, потому что он меня поразил, наверное, как мало что в жизни. Я всегда отличу человека читающего. Потому что у читающей девушки, у читающего юноши очень красивые глаза. Чтение изощряет душу и придает ей глубину, особую глубину. Потому что бывает, едешь в метро и смотришь, сидит девушка, у нее в ушах наушник, в руках телефон, какой-то пирсинг. И глаза у нее, знаете, блеклые, пустые и глубины пупка. Ничего в них нет. А у читающего человека они очень глубокие. И в них и тайна есть, и такая красивая печаль. Вот, наверное, это еще встречается у монашек, которые выбрали осмысленно свой путь. И как бы они наполовину уже где-то с Богом в горных садах. И то же самое у читателей и читательниц книг. Очень красивые глаза. Читайте, и вы будете красивы, даже не имея физических данных от природы, но глаза скажут сами за себя. Ну, как и зеркало души и зеркало прочитанных вами книг. А какие все-таки у вас воспоминания связаны с книгой, с библиотекой, как-то, может быть, с чего-то это начиналось? Интересно. Очень долгий путь. И, значит, с вашего позволения я выстрою свое выступление следующим образом. Расскажу и о книгах, и о своем, так сказать, творческом пути, и об институте. А вторая часть, может быть, если у нас хватит времени, то я прочитаю небольшую лекцию о теории творчества, о теории драмы, поскольку я знаю, что фанаты и читатели книг обычно и пишут. Кто в тайне, кто открыто, кто в стол, кто публикуется, кто ведет блог. И думаю, что вам это будет полезно. Ну, в любом случае, если вы и не пишете, то, зная теорию драмы и теорию творчества, вам будет легче, приятнее и даже, наверное, веселее понимать написанное, как бы предугадывать. И это будет уже даже не чтение, а сотворчество. Вот. Начну я со своего имени, за которое мне всегда доставалось. Ну, можно сказать, вот сегодня говорили о журнале «Дружба народов». «Дружба народов» преследует меня с детства. Как только не путали мое имя. Фархад, Рашид, Ришат, Ринат, Ильфат. Что угодно, только не Фарид. Но так как меня спутали в Петербурге, не называли нигде. Ну, я приезжаю в Петербург, как всегда, там, значит, негде остановиться, гостиницы дорогие, и возле гостиницы «Октябрьская» бабушки, и они сдают на какое-то время квартиры.
И вот мы с одной из бабушек едем, там уже куда-то за окраины, уже и мосты эти проехали, и уже как будто бы не Петербург, а такие пригороды Харькова или Оренбурга. И поднимаемся к ней на, значит, какой-то этаж, трехкомнатная квартира. И мы знакомимся. Галина Ивановна, Фарид, очень приятно. И она рассказывает о квартире. Вот здесь мы с мужем, вот здесь у нас сын обычно, тут ванна, туалет, а вот здесь инфаркт, будете вы жить. И, в общем, и с тех пор я иногда подписываюсь: инфаркт валидолыч, Карвалол Миокардович, вот, в общем, в том числе и инфаркт. А писателем меня сделала рыба. Я помню этот бабушкин двор, мне лет, наверное, 5, и мы собираемся на рыбалку. Выходим, папа, дядя Ренат, и идем по лугу, и вдруг папа говорит: поймал. Думаю, как он мог что-то поймать? Ни воды кругом, даже не лужицы. И потом я вижу, что леска размоталась, и крючок зацепил его за штанину. Я думаю: о, он поймал свою штанину, как здорово. Мы идем дальше, и там у нас есть такая небольшая рощица по дороге к озеру. Заходим туда, и вдруг дядя Ренат падает под куст и говорит: нашел! И достает бутылку водки. Я думаю, с такой досадой, с горечью, почему же не я это нашел? Я же маленький, невысокого роста, мог бы опередить его, и было бы так здорово, мне бы сказали бы: молодец. И пока я об этом думал, дядя Ренат падает под другой куст и говорит: еще нашел. И вынимает какую-то закуску. Ну, я тут вообще загрустил. С папой подошли к озеру, он закинул удочки и говорит: ну вот, ходи тут, а мы пойдем отдохнем в этот лесочек. И они пошли в этот лесочек, наверное, еще что-нибудь там нашли. Я хожу уныло вдоль берега, и вот какое-то, наверное, существо странное меня надоумило взять одну из удочек, просто попробовать. И вот мне 5 лет, наверное, рука чуть толще удочки. И я беру удилище, поднимаю, и оно вдруг вздрогнуло в моей руке, завибрировало, ожило. И я в каком-то шоке отклоняюсь назад. И вместе с удочкой, вместе с леской поднимается как бы со дна озера такой сияющий шар серебряный. И уже в падении вырывается волшебное существо, сияющее, переливающееся, и падает куда-то там за меня. Я все это бросаю, бегу к папе и кричу: папа, я поймал рыбу. Это была первая рыба моя в жизни. И вот на следующий день в детском саду я рассказываю Юлии Николаевне, нашим всем моим этим одногруппникам, что мы с папой поехали на рыбалку. Он прицепил к трактору тележку большую, тележку загнал в озеро, она наполнилась водой, потом папа газанул, выехал на берег, из тележки вода вылилась, и полная гора рыбы. И я вижу открытые рты ребят, такое удивленное лицо Юлии Николаевны, типа: интересный ход ловить рыбу. И я с тех пор вдруг подумал, что как могу влиять на людей, сочиняя и делая вид, что это правда. И это воспоминание осталось со мной на всю жизнь. А следующее было такого рода. Значит, в учебнике русского языка за 5-й, по-моему, класс было такое упражнение: написать сочинение по картинке. Там мальчик ставит мед в шкаф, прыгает кошка, и банка разбивается. И все это нужно было описать. Вот, и я прихожу домой, мне лень все это делать, еще нужно на заднем дворе поить корову, но я сажусь за стол и вдруг попадаю в невероятный кокон, как бы парю, не замечая жесткости стула, жесткости стола, никаких ребер. И в этом коконе я понимаю, что я разбил банку, испугался мамы, налил туда подсолнечного масла. Потом пришли гости, и самый уважаемый гость навалил себе с горкой этого меда, как хлебанул его, потом начал плеваться, и я сам себя рассмешил. Настолько, что я забыл писать. Как бы, автор-то что дальше? И тут понял, что автор я, и что мне надо дальше писать. И
Через какое-то время приходит Мария Семеновна, наш учитель, и у нее такие вдохновенные глаза с таким блеском. И она говорит: ребята, произошло какое-то чудо. Один из вас написал, я даже не знаю, как это назвать. И она читает это мое сочинение вдруг. Я думал, что кто-то там какая-то отличница. Все слушают, забывают, как хулиганить, хохочут. Я думаю, блин, это же все сделал я. И через год приходит Мария Семеновна и говорит: ребята, в районном отделе народного образования такая инициатива, нужно написать сочинение о хлебе. Тот, кто получит первое место, поедет в Артек. Ну, мы все, значит, вдохновились этой идеей, и я иду в наши мастерские. Маленького нашего села Буранное, где я родился. Там у нас, значит, помню до сих пор, комбайнер-передовик соцпроизводства Равиль Севагатович Сакитулин. Он немножко говорит по-татарски, а по-русски он говорит «мама». И я ему по-татарски я не понимаю. И я ему говорю: Равиль Севагатович, вы передовик соцпроизводства, намолотили столько-то зерна, столько-то центнеров зерна, что вы скажете? Ну что это? Мы столько. Приехала бухгалтерша. И там я ей говорю: почему? Почему так мало? Я записал только: Равиль Севагатович, что скажете? И точки. Ну, с полной, значит, с чистой совестью я прихожу домой и пишу сочинение. Снова этот кокон. Снова я парю и представляю Равиля Севагатовича, он рассказывает: я вспоминаю свое трудное детство, мой отец работал на бая, и он собрал зерно, и это зерно было чужое, не его, и вот я, комбайнер колхоза «Россия», у меня СК-5 «Нива», я намолотил целый бункер зерна, всовываю туда руки и понимаю, что все это наше, все это родное, и у меня слезы на глазах. Заливаю я сам себе и получаю от этого наслаждение. Ну и это отправили. И прибегает Мария Семеновна и говорит: слушайте, ребята, я вижу, ей даже страшно произносить: Фарид получил первое место. Мне: ура, ты поедешь в Артек. Я прихожу домой, мама говорит: господи, что же делать, у него же ботинок нет. Скоро, наверное, журналисты придут брать у него интервью. И я хожу, весь уже как бы это облако даже не кончается. Я живу в нем, мы идем с мамой поить теленка молоком. Я представляю, как я поеду в Артек, какое там будет море. И даже не замечаю, сколько прошло времени. Захожу в дом, выхожу на улицу, возвращаюсь. И слышу такой крик: отпустите меня! Оказалось, что, находясь в этом облаке, я закрыл маму в этом сарае, и она там просидела несколько часов. Вот. Прошло снова какое-то энное время, возвращается Мария Семеновна, грустная такая: ребята, вы знаете, увы, Фарид не поедет в Артек поедет сын начальника РАНО, а у Фарида оказался плохой неразборчивый почерк. И в Артек я не поехал, но вы знаете, я заметил такую странность, все-таки у Бога все поровну. Если у вас забирают что-то одно, точно, совершенно всегда дадут что-то другое. И в этом Артеке я потом был столько раз, как бы мне воздали, типа: блин, парни вот обошли на земле люди, давайте ему воздадим. И это Мария Семеновна первая, кто мне сказала про литературный институт, мол, вот ты мог бы там учиться, но у нас деревня, нет базы никакой, наверняка не поступишь. А мама хотела, чтобы я поступил на исторический факультет Оренбургского педагогического института. Я так догадываюсь, ей нравился один партийный деятель, который приезжал в нашу деревню с выступлениями, а у него был истфак. И она, наверное, как бы вот воплощая таким образом свою виртуальную любовь к этому мужчине, с которым у нее, естественно, ничего не могло быть, видела меня вот в его лице и хотела, чтобы я был таким же. А я ей говорил: мама, ну я хочу на литературный факультет. Но она настояла, и я не поступил.
Для меня это было ударом. Все-таки я был отличник этой деревенской школы. Все куда-то поступили, кто-то там в технические какие-то заведения, кто-то там в медицинский. Что там у нас еще было? Политех, аграрное какое-то заведение. Я был в страшном упадке. И вы знаете, я очень понимаю вот тех подростков и юных людей. Знаете, иногда вот эти трагичные бывают сообщения в газете, что ученица не сдала ЕГЭ и покончила с собой. Вы знаете, мне это близко. Я был к этому близок. Потому что я подвел маму, подвел отца. Я уже видел себя среди студентов. Все мне прочили это будущее прекрасное. И вдруг я упал ниже всех. Как какой-то лох, тупица. И вы знаете, я не видел будущего своего. Я вот стоял в коридоре в этом институте. И был коридор, и горел свет в конце этого, чуть ли не сказал, тоннеля. И мне, правда, не хотелось жить. И вот это вот состояние, плюс еще подростковая накрутка, когда, знаете, у тебя какой-нибудь прыщ на носу вскочил или еще что-то. И правда, все это ведет к ужасному порой концу, когда, вы знаете, нога уже зависает. И вы знаете, интересно, что когда зависает нога, всегда делайте шаг назад. Потому что это тоже вот та самая странность, какой-то контраст, что воздадут больше. И представляете, я бы поступил на этот истфак. Я был бы сейчас в затертом пиджаке, с засаленными штанами, стоял бы за кафедрой в Оренбургском. Он сейчас педуниверситет, но слово университет ничего не меняет. Это зачуханное заведение. Вот оно мне надо было. А мне судьба сказала: слушай, да не парься ты, не переживай, у тебя лучше карьера и судьба и вообще все. Ну как тебе это сказать? Ну подожди чуть-чуть. Ну, конечно, до меня это не доходило. Просто я перетерпел. И вот вам советую тоже перетерпеть. И знаете, не дали одно, будет что-то другое. Всегда делайте шаг назад, потому что нет пропасти и нет никакого ужаса. Будет что-то лучше. И я пошел на завод с тем, чтобы остаться в Оренбурге, потому что тогда нужна была прописка. И завод давал мне общагу. А в общаге была вот эта самая прописка. И я пошел в литературное объединение при издательстве «Южный Урал». Это было почти везде тогда, при газетах, при заводах, даже в армии были литературные объединения, где собирались какие-то местные писатели, приходили молодые ребята, начинающие, приносили свои рукописи. И я написал рассказ на тему антиалкогольной кампании, тогда как раз Горбачев и прочее. И пришел в это литобъединение, я боялся туда зайти. И я стоял возле этой 314-й комнаты, а там живые писатели. Для меня это казалось невероятным, тоже, небожители. И открылась дверь, и они вышли покурить. Я, знаете, смотрел на них, как будто бы это боги какие-то. И потом уже вместе со всей толпой меня туда и занесло. И я принес этот свой рассказ на следующее обсуждение. И он им очень понравился. Я помню вот это вот свое состояние этого упадка. Я работаю на каком-то заводе, слесарем механосборочных работ. Жутко, страшно, холодный Оренбург. Когда, знаете, едет трамвай, троллейбус, как снежный ком. Аж ерзает и скрипит. И кто-нибудь обязательно напишет: терпите, люди, скоро лето. И вот я ехал в этом троллейбусе, светили фонари, а мне казалось через окна, как будто бы это такие роскошные цветы, такие какие-то одуванчики счастья. И вот эти слова о моем рассказе, это так меня вдохновило, невероятно, я помню. И вот это вот состояние счастья, творчества. И если у вас есть какое-то, у каждого есть свой талант, это не зря это говорят. И это всегда счастье и какое-то спасение. Вот. И после, завода я, естественно, пошел в армию. И мне повезло. Я служил во внутренних войсках, а тогда это еще Министерство внутренних дел. И я боялся идти в армию, страшно, тогда дедовщина, все вот это вот. И мне говорили: не бойся, там мужики, которые на заводе,
ты нормальный, и у тебя все будет нормально. Вы знаете, так и вышло. Удивительно. Вот хотите верьте, хотите нет, я попал в войска связи, и мы стали учить азбуку Морзе. Это невероятно удивительная вещь. Ну, я всегда, какое-нибудь кино смотришь, там, «Титаник», и вот эти вот точки тире, ты думаешь, господи, как они это считают? Неужели 3 точки, 3 тире? Но это же невозможно, а если это все на скорости? Как они это делают? Оказалось, что никто никогда не считает эти точки. А радисты, радиотелеграфисты воспринимают это все на слух. И они работают кодами. Вот у нас в то время были так называемые ща-коды. Это значит, допустим, вот такой напев. Ну, слушайте, здесь не будет никаких точек тире посчитано, потому что на скорости почитать невозможно. Но напев такой: «Ща вам не ша синие, айда четверитика, ты куда на горе, как дела?» Это я передал вам напев. Часа 4 вопрос. Он означает: «Я вас слышу на четверку, как вы меня слышите, прием». Или вот есть СОС, да? 3 точки, 3 тире, 3 точки. Напев, ну по-русски он звучит так, у англичан как-нибудь по-другому, но они тоже все поют. И вот смотрите СОС. Синие, около, синие, синие, около, синие. Видите? Допустим, однерка. И только одна точка, и пошли тире. 2 нехорошо, четверитика, пятилетие. Видите, 5 точек, 4 точки. И вот это вот все. И, значит, мы работали на большом передающем устройстве, это R150, гигантский такой аппарат. Его настраиваешь, и он задает такую мощь на выходе, это называется фидер. Там однажды у нас были электромонтеры, по незнанию их не предупредили, он поднес к этой штуке, чтобы там что-то подкрутить, пассатижи, у него остались только пластиковые вот эти накладки. Половина была сожжена, металла. Вот. И этот радиопередатчик, он создает такую трубу в воздухе, допустим, отсюда, скажем, до Москвы труба, и по ней бежит информация засекреченная. И там идет, допустим, настройка такая. Когда вы пришли, думаю, господи, как они это понимают? И через полгода ухо начинает ловить. Господи, нет ничего невозможного. А до этого мы пришли, на новобранце сидит старослужащий, как он это воспринимает? По напеву полгода занятий, я это помню до сих пор. И в то время, пока я служил, мои друзья из Оренбургского литобъединения опубликовали в московском журнале «Литературная учеба» рассказ второй. И уже это была такая, ну, центральная московская публикация. И мне в армию пришел гонорар 150 рублей. Тогда по советским меркам это была зарплата. У нас была, солдатам тоже платят зарплату, у нас была, это на 7 рублей, что ли, в месяц. Вот такая. И пришел сержант, и он говорит: слушай, тебе эти деньги пришли? Я говорю: да, вот за рассказ. Он говорит: садись, пиши каждый день. Ничего себе, вот это да, 150 рублей за это. Садись, пиши. Ему казалось, что каждый день можно это все выдавать. Вот, и я прекрасно отслужил. Кстати, у меня там была такая странная история, после которой я, ребята, подвинулся на гороскопах. До этого у меня спрашивали: слушай, кто ты по гороскопу? Я говорю: отстаньте, что за пошлость? Почему это? В армии я ходил в библиотеку. Это был Дом культуры в военной части. ВЧ-3484. Вот библиотека. А здесь была такая неприметная дверь с надписью такой: ООО КГБ. Как бы не общество с ограниченной ответственностью, а особый отдел комитета госбезопасности. Я захотел в библиотеку, тогда еще это перестройка, брал там Шаламова, Солженицына, сижу, читаю, а стенка тонкая, слышно, как к нему, к этому особисту заходят офицеры наши и говорят: возьмите меня в КГБ, я хочу служить Родине, я знаю английский язык, отправьте меня в Америку, я там добуду секреты водородной бомбы. Сижу, все это слушаю, тут Шаламов, там КГБ.
И однажды я выхожу с книгами, стоит особист. У них такая была привилегия, они ходили в гражданской одежде. И их все боялись. Вот он майор, а его боится генерал. Потому что он по званию, не по званию, а по должности. По званию и ниже, по должности выше. Как бы тайные такие подразделения. И в гражданской одежде. И его все звали «Молчи, молчи». Как там что? «Молчи, молчи» был? Нет, не приходил сегодня. А тихо, тихо, он «Молчи, молчи» пошел. Вы куда радиограмму убрали? Не выбрасывали, надо все сжигать. И вот я со стопкой книг, этот «Молчи, молчи». Здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Что читаете? То-то, то-то. Ваши любимые авторы, те-то, те-то. Пойдемте поговорим. И открывает дверь кабинета. Я говорю, ну вот я чувствовал, что вы меня пригласите. Он говорит, ну значит хорошая интуиция, тем более, пойдемте поговорим. И мы садимся друг против друга, и он говорит, улыбается, и говорит, ну что, хорошо слышно? И я дурацки начинаю улыбаться тоже, говорю, да, хорошо. Что слышали? Ну, то-то, то-то, возьмите меня в КГБ, в мой английский язык. Он говорит, ну, ясно. И, мне приятно это внимание, знаете, в армии, когда на тебя особо никто не обращает, там, никакого интереса не проявляет, вот это вот. И он мне вдруг говорит, тогда, это 90-й год, давайте я вас посчитаю по гороскопу, составленному японской военной контрразведкой. Я обалдел. И я дал ему свои данные, он что-то высчитывал, там прочерчивал, и все обо мне рассказал довольно-таки точно. И даже говорит, у вас есть какое-то дарование, кажется, вы можете такой играть на гитаре. А на гитаре я никогда не играл. Почему-то все думают, что я могу играть на гитаре. В какой-нибудь компании дают мне гитару, я беру ее, заношу руку и думаю, эх, если бы я еще умел играть. И я понимаю, что он прочел мое личное дело. И чтобы не говорить, что вот вы пишете, у вас есть публикации, а типа на гитаре. И я ему говорю, вы, наверное, мое личное дело прочли. Он говорит, давай кого-нибудь знакомого. И я даю ему данные своей сестры. И он там высчитывает, серьезно все это так проводит. И рассказывает о ней довольно точно такую информацию, которую он, в общем-то, и знать не мог. И я с тех пор, вы знаете, немножко подвинулся рассудком на этих гороскопах. Но я так понимаю, почему это у спецслужб. То есть, допустим, соблазнить рака по гороскопу, они пошлют деву, скажем. Или там покорить девушку-близнецы, они пошлют стрельца. Все это высчитают, потому что, ну, это уже известно, что это работает. Вот. И я просто стал понимать, что это как бы вековое наблюдение за поведением той или иной группы людей всего лишь. А когда уже мои наблюдения в жизни стали совпадать с тем, что я вижу, я уже как бы это поставил на такую почти научную основу. Я даже высчитал нобелевских лауреатов по гороскопу, по литературе. Больше всего нобелевских лауреатов по литературе, по гороскопу весы. Если у вас есть весы, у вас есть расположенность к политике и к литературе, вам повезет, 100%. После них, по-моему, львы и рыбы. Рыбы один из самых писательских знаков. Рыбы и раки. Среди вот раков и рыб много. Там и Хемингуэй, и Кафка, и Марсель Пруст. Вот поэтому, значит, но это я отклонился уже не по направлению. И после армии я снова вернулся на завод, год отработал и поступил уже в литературный институт. И вы знаете, у литературного института есть одна опасность такая. Сам факт поступления, он вводит тебя в эйфорию. И кажется, что ты уже писатель. Ну я же в этот институт поступил. Хотя на самом деле-то ничего не произошло. И я многим из наших студентов говорю, что у вас будет вот эта вот эйфория. Через 3 года вы очнетесь вдруг, почему я еще не нобелевский лауреат. У вас будет депрессия, вам захочется уйти. А потом уже на 4-м вы подумаете, блин, а что уходить-то, уже 4 года отучился. И будет такая стадия принятия. Вот. И все эти стадии я прошел. И я учился на прозе. Но Литинститут, он как бы исподволь готовит вас ко всему.
После Литинститута много пиарщиков, пресс-секретарей, руководителей рекламных агентств и вообще много известных пишущих, допустим, вот Пелевин, он доучился до 3-го курса и в депрессию ушел из этого заведения. И когда я вышел из Литинститута, так сложилось, что мне даже негде было жить, и судьба чудесным образом занесла меня в Переделкино. И так сложилась жизнь, что я ехал на электричке, а рядом со мной сидела пара беженцев. Они говорили, я не понимал, думаю, это, наверное, кто-то, это не тюрки, такие, наверное, ираноязычные, персы. И, значит, полная такая жена, муж с ней худенький, какая-то такая типичная картина. Она в шале перемотана, еще эти конец 90-х, холод веет, значит, там непонятно, что творится за окном электрички. Знаете, это вот состояние, когда хочется ехать и ехать, и никуда не приезжать. У вас будет такое, это значит, что вот немного потерялась ваша цель. И они болтают о чем-то, я не обращаю на них внимания, проезжаю 2 станции, и вдруг вижу, что женщина плачет. Видимо, он ей что-то говорил, это ее расстроило, а я не понял, о чем он ей говорил. И трогательность была еще в том, что крупная женщина, она еще посасывала какой-то леденец и хлюпала носом и рыдала. Мне так было ее жалко, невероятно. Я когда приехал, я решил записать эту историю. Пишу прозой, как рассказ. У меня не получается. Так, эдак. И вдруг я стал писать диалогами. Я прямо записал его слова. Хачамаралях винчих винчи. Старик. Хиюм карали карака. Жена. И я вижу, что у меня получилась пьеса. И я достал томик Чехова, посмотрел, как он оформляет «Вишневый сад», и начал писать первую в своей жизни пьесу. Если вы мне сказали, ты будешь писать пьесу, я думаю, что с ума сошли. Я в театре был 2 раза. Никогда в жизни. А мой знакомый мне говорил, ну ты понимаешь, драматургия, это такое тонкое дело, это нужно такое образование, такую базу большую, чтобы создавать драму. Но я написал эту пьесу, назвал ее «Крик слона», как бы герой говорит другому, слышишь, кричит электричка, как будто бы слон, замерзающий в снегу, он кричит о любви. И мы с ним стали ходить с этой пьесой по Москве. Тогда было много разговоров, нужна пьеса, современная драма. И мы куда ни придем, нас просто отпинывают. И пришли уже в театр Моссовета, и они говорят, ну да, пьеса хорошо, а не хотите котенка взять? Вот у нас тут кошка родила. И мне стало понятно, что, ну, в общем-то, мало кому это интересно, и без каких-то связей ты ничего не сделаешь. И представляете, ты вот напишешь пьесу и ожидаешь какого-то прорыва, что что-то произойдет, а ничего. И от этого снова какая-то тоска и безысходность. То есть ты можешь даже взять кредит на то, чтобы написать свой роман, веря в него истово, надеясь, что он принесет тебе денег, а он ничего не приносит. А долги висят, и жить негде, и прописки нет. И этот мой знакомый, но всегда, вы знаете, кто-то должен в вас верить. Если кто-то верит, не все пропало. И он мне сказал, я позвоню Людмиле Петрушевской. Это такая известная женщина-драматург. Она жива, выступает с концертами, она даже исполняет рэп. Такой коммунистический рэп про Карла Маркса, Фридриха Энгельса. В такой шляпе танцует на сцене, исполняет твист и степ. Очень забавно это выглядит. Он говорит, я ей позвоню, но обычно она, говорят, посылает всех далеко. И я жду на улице, он заходит в телефонную будку, тогда еще телефона мобильных не было. Выходит и такой, я говорю, что? Послала меня. Вот. И мы идем с этой пьесой в Союз театральных деятелей. Там сидит эксперт по драматургии современный. Заходим туда, и я вижу, передо мной сидит Шекспир. То есть вот такой портрет Шекспира, а под ним сидит женщина. И она так долго под ним сидит, что уже стала похожа на этот портрет. Вот. И она говорит, здравствуйте, а вот кто вы, представьтесь. А мне уже так надоело представляться, что вот там Фарид, там из деревни, там. Они обычно, знаете, так спрашивают, а папа кто? Я говорю, механизатор. Механизатор, понятно.
а мама кто? Говорю, мама педагог. Педагог, понятно. И уже видно, что они внутренне тебя уже все забыли и отпнули. И значит, она говорит, ну так кто вы, расскажите о себе. И я уже в этом отчаянии говорю, степной барон. И вижу, так она как-то глаза приоткрыла, проснулась, стряхнулась вверх немножко. И вот знаете, есть цыганский барон, есть газовый барон, это тогда еще был Черномырдин. А я родился в степи, и, значит, я степной барон. Ну хорошо, степной барон, оставляйте пьесу, посмотрим. Вот. И, значит, проходит какое-то время, а у меня не было тогда никакого адреса даже и телефона. И у этого знакомого была, значит, подруга, и мы оставляли ее телефон. И он ей позвонил, нет никаких там новостей. Он говорит, да, вот тут какому-то Фариту Нагимову звонили, срочно идите в СТД. И я иду в СТД, и мне говорят, мы вот вашу пьесу взяли, Щелкова авторская сцена, это так называется, такой фестиваль. И там берут молодую пьесу, и, значит, и актеры московских театров молодые ее разыгрывают, а режиссер ставит. Вот. И, значит, ну, я думаю, так, понятно, это не постановка. И снова какое-то уныние. Я вспоминаю вот этот вот Оренбург, когда я писал этот рассказ, жил еще у тетки, двухкомнатная квартира. Я, значит, в 5 приходил с работы, засыпал, а они ложились спать в 12, а я в 12 начинал писать, с 12 до 3. А в 7 шел на работу. Представляете, какая была сила, энергия, вера во что-то. И когда я писал, я выходил на балкон у тетки, там в Оренбурге, а это степной район. И летели самолеты, мигая зеленым, красным. И, ну, они летели там Оренбург-Челябинск, Оренбург-Колтубановка, Оренбург-Свердловск. А мне казалось, они летят там Москва-Нью-Йорк, Москва, не знаю, Гамбург, Берлин. И я думал, и я когда-нибудь так же полечу. И уходил в комнату, там у брата рыбки плавали, и на маленьком таком кусочке стола я писал. И вот дописался до пьесы, значит, вот этот вот фестиваль, туда приехали американские молодые драматурги, тогда была такая служба обменов. Вот. И, значит, они стали разыгрывать эту пьесу, я понял, насколько это все сложно, то, что ты пишешь, воплотить на сцене, что законы немножко другие. Вот. И, значит, с какой-то грустью я оттуда вернулся уже. А знакомый за это время, не удовлетворившись ответом Петрушевской, он написал ей письмо. И он говорит, я такое душераздирающее письмо ей написал, что у тебя такая пьеса, чтобы она, ну не может она не прочесть. И отправил это все с пьесой. Вот, проходит, тем не менее, год, ничего не произошло за это время, нужно где-то работать. И я иду работать в магазин, мой знакомый там работал, и я пошел продавцом одежды высоких итальянских марок. На тот момент это был Трусарди. Вот. То есть, понимаете, я к чему веду? Сколько нужно терпения. То есть ты вложился, ты написал. Нет мгновенного результата. Готовьтесь к долгому пути. Мне вот в этом смысле нравится выражение Микки Рурка. Вот Микки Рурка, вы знаете, да, этого актера, который был и голливудской звездой, и звездой мирового уровня. Потом был в депрессии, уходил в бокс, там ему исплошматили все лицо, теперь он снова снимается. И у него есть очень хорошие слова. Он говорит, я всегда думал, что жизнь — это спринтерский забег на короткую дистанцию, а жизнь — это марафон. Вот держите эти слова в голове и набирайтесь терпения, и никогда не отчаивайтесь, не совершайте необратимых поступков. Потому что мы как бы актеры в этой жизни, и сюжет нам неизвестен. Что будет дальше, непонятно. И мне однажды тоже сказали, воспринимай жизнь как приключение. Но вот есть у тебя камень в почке, ты типа, камень в почке, какая проблема? Приключение. У тебя будет операция, общий наркоз, это классно. Или ты едешь куда-нибудь на подработку, тебе неохота, это промзона, грязь, черти где эта фирма, не найдешь их.
больше денег потратишь на дорогу, чем заработаешь. Приключение. Будет одна работа цепляет другую. Не отчаивайся, не огорчайся. И вот я, огорчившийся, сижу на съемной квартире, безысходность, работы нет. И вот вы сейчас телефоны смотрите, я листаю книжку телефонную. Кому позвонить, чтобы занять денег? Чтобы хотя бы дальше снимать этот угол. И вдруг, значит, мне звонок, и такой приятный немецкий акцент, Фарид, с таким удивлением, типа, неужели мы можем кого-то застать по этому адресу? Я говорю, да. Вас беспокоит немецкое театральное агентство Henschel Schauspiel, Берлин. Людмила Петрушевская передала нам вашу пьесу. Мы ее перевели и будем ставить. Я упал под стол, бился в конвульсиях от счастья. Знаете, распирает это счастье, только что мне было так хреново. И тут хочется, Господи, это розыгрыш. Хочется позвонить, кому-то сообщить. И просто, знаете, как бы хочется выпрыгнуть из самого себя, размножиться и завопить от радости на весь мир. Но невероятно перевести первую пьесу автора. Вот. И, значит, еще один звонок из Союза театральных деятелей. На Щелокова авторская сцена, где вы были, где вы неприлично себя вели. Тем не менее, американская сторона выбрала вашу пьесу для постановки в Америке. И СТД вынуждена направить вас в Нью-Йорк, а затем в пригород Нью-Йорка, штат Коннектикут, город Уотерфорд, родина Юджина О'Нила, на месяц, где американские актеры и режиссеры будут ставить вашу пьесу. Представляете? Невероятно. У меня мурашки до сих пор от какого-то счастья. И я в жизни, в 29 лет, я ни разу не летал на самолете. И впервые в жизни я полетел в Нью-Йорк. 9 часов лета. Я летел с командой российской регби. Здесь пролетали каски, клюшки. Вот большущий Боинг, где, знаете, 3 ряда кресел. Просто судно мощное. С телевизором. Господи, это не я. И такой, знаете, сидишь, потом думаешь, типа, я же в Америку лечу. Да, я же в Америку лечу. И, значит, он летел через Ленинград, через Англию и подлетал к Америке со стороны Канады и вдоль побережья. Красивейшее побережье, такое мариновое море, такие, знаете, черточки белые в яхт, каких-то кораблей, фрегатов. И вот это, значит, и Джон Кеннеди аэропорт, Нью-Йорк, подлетает этот самолет, выходишь, такой запах невероятный. Такой вот его даже трудно передать. Нью-Йорк, ну он находится на такой широте, вот ты из самолета выходишь в льняной рубашке, делаешь еще шаг, и льняная рубашка становится влажной. Такой, знаете, климат субтропиков. И вот настолько теплая погода, что вот ощущение, как бы мир — это твоя вторая кожа. Настолько комфортно. И вот если ты в Москве, допустим, сидишь такой вялый, энергии нет, там пьешь эти все энергетические напитки, и здесь тебя просто прет. И хочется что-то делать. Вот удивительно, в Америке хочется работать. И вот, значит, что меня удивило? Я стою в этом аэропорту, мимо проходит кошка. Больше всего меня удивила кошка. Вот если бы прошел бизон, ну я же в Америке, бизон, конечно, да. А тут кошка такая же, как у нас. Думаешь, блин, черт побери, кошка, ободранная какая-нибудь там мурка. Удивительно. И словно бы специально для нас на таком вот этом военном газике российском проезжает вот такой толстый американский ковбой. И мы поехали от Нью-Йорка в этот Уотерфорд, вдоль океана Атлантического, такие дороги, скальные выступы. Ну, это... И город находится на берегу Атлантики, спокойно ходят животные, косули, и вот этот вот центр. Значит, американцы, меня удивил их технологический подход. Это такой театральный центр для молодых авторов. Как бы вот, блин, капиталисты, казалось бы.
А там, и я видел этот Playbill, так называемый, такая книжка справочная. И там видно, как американские актеры вносили деньги, перечисления на этот центр. Там, значит, Майкл Дуглас, $10 000, Шерон Стоун и так далее, и так далее. И со всей Америки они собирают молодых, талантливых драматургов. И там с ними голливудские актеры и голливудские режиссеры работают. И мне вот тоже дали, мне дали драматурга. Драматург — это человек, который занимается драмой. А в том понимании, как у нас драматург, у них называется playwright, как бы писатель игры. Вот мне дали режиссера, драматурга, критика, художника, звуковика и актеров. Они стали репетировать. Меня поразило, вы знаете, никто никуда не спешит. И все успевают. Удивительно. У нас все спешат и ничего не успевают. Там не спешат и все успевают. И что удивило? Ну тогда еще меня это удивило, что нельзя помогать девушкам, что они просто вырывают у тебя чемодан или что-то тяжелое. Удивила их одежда, в основном у всех мужская. И там у них была платье, и одна девушка пришла в платье, это был шок. Никто и никогда не приходил в платье. Удивительно. Еще меня поразило то, что у них там есть комсомольские работники. Но вы это уже не знаете, вот коллеги знают. Вот это вот, значит, проходит дискотека, и по углам стоят люди, которые следят. Такие прям вот реально наши советские дружинники. Следят. Утром тебя вызывают. Фарид, город пошел нам навстречу. Нам дали эту землю. Американские актеры вложились. Вы вели себя недостойно. Потрудитесь объяснить. И ты вынужден вот виниться, они собирают собрания, обсуждать чисто Советский Союз. Меня это поразило. Думаю, Господи, я из Советского Союза сбежал и попал в СССР. Самый настоящий такой четкий и строгий. Вот удивили сигареты. Вот тогда был распространен, сейчас я не особо вижу, Pall Mall. Там другие сигареты, не те, что у нас. Ну, у нас такой Pall Mall написано. Там Pall Mall, и написано, начинается слово здесь и заходит через ребро на другую сторону. Допустим, у нас были сигареты «Парламент», пачка закругленная. Там строго твердая пачка и квадратная такая, нет закруглений на торцах. Удивительно, не знаю, может быть, здесь какая-то теория заговоров работает, но очень многое другое. Удивительно загорелые, крепкие люди, прям просто как будто бы вот из салона. Правда, американская улыбка, зубы невероятной белизны и здоровья. И какие-то все накачанные. И я пошел вместе со всеми на пляж. Такой пляж, песок, значит, дюны, эти дорожки. И они разделись все в таких шортах, такие накачанные. И я раздеваюсь, худой, белый, волосатый, в каких-то дурацких, полосатых, облегающих плавках. И я подхожу к ним, и вижу, они так. Отходит от меня, типа какой-то, то ли еврей какой-то заросший, что ли, или армянин какой-то. Я вижу, они едва не говорят так, типа, фу. Тут загорелая с такими бисеринками, очень ухоженная. А все зависит от питания, очень хорошее питание и очень чистая вода. Ну, бьют из-под крана. И совершенно ничего. Но в душе невозможно смыть пену с себя. В воде нет хлорки. У нас зашел, хоба, и уже твоя кожа хрустит. Там смываешь. Нет хлорки. Вот. А почему они меня ругали? Мы с одной, значит, американской актрисой решили исполнить такой танец, как бы борьба Советского Союза с Америкой. И я подхожу к ней и даю в пантомиме пощечину. Она отлетает, такой русско-американский удар. И, значит, отлетает, распластывается, потом подходит ко мне, бьет, я отлетаю и куда-то лечу. Представьте, я улетел со 2-го этажа вниз головой, перекувыркнулся в воздухе и упал ровно между 2 такими бидонами с пивом. Просто, не знаю, меня Бог спас.
Но не повезло с тем, что я упал, и передо мной лежал такой небольшой булыжничек. И я ровно об него ударился вот этим местом. До сих пор у меня, видите, выщерблено здесь. Вот хорошо, что я там прополоскал. Вот. Но на следующий день меня повезли в больницу. В больнице, вот как у нас сейчас вот в Москве, в лучших больницах, там также было в провинциальном городке. Мне, значит, сразу встретили, вот как есть сериалы про больницу. Мгновенно прилепили мне какую-то сюда бумажку, такой браслет. Куда-то потащили, повезли на каталке, почему-то я же могу идти. Вот. Проверили и повезли к стоматологу. Приезжаем к стоматологу, это обычный такой, как бы, знаете, не то чтобы дом, а дача, такая деревянная, красивая, камин, вот стены. Я захожу в зал, там, голова оленя висит. И вдруг открываются двери с 4 сторон, въезжает такое кресло мощное, и въезжает оборудование. И я сажусь в это кресло, подходит доктор и так в мой рот заглядывает, и я вижу, у него такое выражение типа «Офигеть!». А у меня сохранилась с давних пор черная пломба. Помните, в СССР были черные пломбы? Я вижу, он смотрит с таким удивлением, у него аж очки поднимаются вверх по лбу, и переводчица говорит: вот это вот из России. Понятно. И он минут, наверное, за 15 он залепил мне зуб, просто пальцем вот так мазнул, посветили. Ребята, пломба стоит до сих пор, с 99-го года. Можете поверить? Хоть бы хны. Удивительно, удивительно. Вот. И, значит, поставили они эту пьесу, подсказали, что сделать. Я ее немного переписал, еще улучшил. И сижу в Москве, ну вот Америка, Америка побывал, хорошо, $1000 они мне заплатили, деньги кончились. И как бы снова и никуда, и ничего. И опять этот звонок, телефона нет, мобильного адреса нет, но самые важные сообщения в моей жизни пришли ко мне именно тогда, в этот период. И снова мне позвонили, уже из агентства Henschel Schauspiel, сказали, что перевели пьесу и будут ставить ее в Гамбурге. И я полетел в Гамбург. И тут как бы меня осенило, что вот с этого оренбургского балкона, вот этот деревенский парнишка, которому в 7 утра идти на завод, который завидовал этим самолетам, и вот с этого балкона оренбургского я шагнул и в Нью-Йорк, и в Гамбург, и видел уже своих героев этой пьесы, знаете, когда они оживают на сцене. Ну, это, конечно, удивительно. Какие-то прототипы твоих друзей, и говорящие уже на другом языке, но переживаешь невероятные чувства. Конечно, творчество — это великий дар, это такая награда от Бога. Она, если кто-то, вот знаете, горе у человека, страдания, а ты счастлив тем, что, допустим, можешь это описать. И это как-то тебя умиротворяет. И вы знаете, чем дольше живешь, тем как бы больше успокаиваешься и умиротворяешься. Понимаешь, что все здесь как бы гораздо глубже, продуманнее. И, просто не надо ничего слишком. И сложится все хорошо. Не очень хулиганить, не очень обманывать людей, и ничего слишком. А вы чувствуете, когда делаете что-то слишком, типа, перегибая я палку. И если всему этому следовать, то очень здорово все сложится. Жизнь, конечно, прекрасна. И не нужно быть ни оптимистом, ни пессимистом, нужно быть просто реалистом. Вот. И все вполне себе сложится. Вот. Но я хотел рассказать, как складываются, интересно, постановки. Допустим, вот у меня была постановка в театре «Школа современной пьесы» с Маратом Башаровым и с Еленой Захаровой. Тоже какая-то пьеса там. Эта пьеса была рассказом, потом монопьесой. Потом Елена Исаева, драматург, мне сказала: давай мы к твоей пьесе допишем мою пьесу.
Там вот у тебя монолог мужчины, а я напишу монолог от лица женщины. Ну, она написала, прошел год. И она сидит, тоже по всем театрам мы застали, никакого интереса. И она сидит где-то на фестивале в Белоруссии. И ее знакомая актриса говорит: ты знаешь, интересно, вот учились мы, там вот Марат Башаров с нами учился, уже тогда выпивал. Она говорит: ты с ним знакома? Да, знакома. А у меня вот есть пьеса. Вот тоже татарский автор написал, он татарин, может быть, сыграет. Ну, если хочешь, пошли ему пьесу. Она послала ему пьесу, и он проявил интерес. И наша режиссерша, знакомая Елены Исаевой, пошла по театру. Мол, вот такая пьеса, Марат Башаров проявил интерес. Ой, нет, Башаров, нет, не надо. И дошла до школы современной пьесы. И Рахель Гаус говорит: ну, интересно, если будет Башаров. Вот он позвонит мне, придет, согласится, тогда да. А это как бы государственный театр, это деньги, бюджет, мне нужно за аренду платить. И он позвонил, пришел к нему. И, значит, Рахель Гаус говорит, вызвал нас двоих, мол, ребята, все нормально, но вашего режиссера надо убрать. У меня есть свой режиссер, и ему дают грант. И вот тогда поставим, мы думаем: господи, как же разбираться с нашим режиссером, который все это продвигал, ходил. Значит, и мы решили следующим образом. Идем на переговоры по гонорару. Значит, я думаю: блин, опять эти деньги, сидим с этим, значит, делопроизводителем. Ну, сколько вы хотите? Ну, а вы сколько? Нет, скажите вы, скажите вы, скажите вы. Ну, и Исаева говорит: 500 тысяч. Это, кстати, вполне приемлемая цена, там, московская. Она говорит: ну нет, многовато, мы Евгению Гришковцу и Петрушевской платим 300 тысяч за пьесу. Ну хорошо, 300. 300, окей, все, 300. По 150 на автора. И мы 50 тысяч платим режиссеру, которого говорим: Лена, извини, она тоже Лена, вот нужен другой режиссер, вот тебе отступные. И еще договариваются на проценты. Обычно это 9, но это в идеале. Петрушевская и Гришковцу они платят 6. Мы тоже взяли 6%. Это, допустим, вот представьте, московский зал, там собралось 200 людей. Ну, по минимуму будем судить. Скажем, по минимуму каждый заплатил 1000. Там есть и по 5000 билеты и выше, чуть меньше, чуть выше. Ну, пусть по 1000 среднем. Это 200 тысяч. Вот 6% с 200 тысяч получает автор. Скажем, 200 тысяч на 10% это 20 тысяч. Ну, 6 это чуть меньше, там, скажем, ну, 10. Ну, вот 10 тысяч. А пьесу показывают, допустим, раза 2 в месяц. Это 20. Вот есть известный драматург Ярослава Полинович. У нее очень много пьес идет по России. Вот посчитайте проценты. И 300 тысяч за пьесу. У меня есть один знакомый драматург. Я когда начинал заниматься, уже сидеть в жюри драматургических конкурсов, я обратил внимание на одного парня, Александр Тюжин. Смотрел сайты драматургические, там, Драмофон, Александр Тюжин, Театр.ру, Александр Тюжин, Паровоз, Библиотека театра, Александр Тюжин. Я уже оказался домой, придешь, откроешь крышку чайника, там будет Александр Тюжин, везде его фамилия. А обратил я внимание на нее, потому что он из Оренбурга. И живет там примерно в том же районе, где и я. И он писал эти пьесы. Сидит там в районе ДК «Газовик» и их пишет. И одну пьесу он послал на фестиваль «Любимовка». А на фестивалях там в тайне ходят критики, отсматривальщики пьесы, ищут для себя материалы. И в том числе там ходила жена Константина Райкина, театр «Сатирикон». И она обратила внимание на эту пьесу Тюжина. И он уже нам пишет: вот Константин Райкин хочет взять эту пьесу. Сколько попросить денег? Я говорю: вот попроси 500, дадут 300. И проценты. Вот. И эта пьеса у него и в Москве она идет, и в Петербурге. И потом очень много других пьес его по стране пошло. Вот. Может быть, нам сделать перерыв, или как, чтобы вот не только я вещал, или перейти к теории творчества.
Потому что все-таки, когда об одном и том же говоришь долго, то... А давайте мы вопросы, да, послушаем. И у нас есть книжечки, вот как раз Фарид привез свои книги. За лучшие вопросы будут подарены. Давайте задавать вопросы. Вот, пожалуйста. Встаем, да? Встаем, когда вопрос задаем, и пожалуйста. Не слышно. А вот вы сюда. Все, да? Думали ли вы отмазаться от армии? Да, знаете, скажу честно, в армию мне не хотелось. Это вот какая-то такая, знаете, была вот эта вот тоска социализации. Когда вот она где-то начинается с 1 класса, когда тебе вот нужно идти в какую-то группу людей, с ними сосуществовать. Ну и вот то же самое и с армией. Но вот, и если бы у меня была какая-нибудь такая легальная, законная возможность, то вполне. Да, потому что все-таки у меня произошел большой перерыв. Но никакой возможности не было, и вот я пошел туда как снова какое-то приключение. Но чем мне там не понравилось, привыкаешь жить как бы жизнью тела, жизнью распорядка. Отвели, привели, ты поел, и потихоньку голова у тебя начинает отключаться. И трудно потом вернуться к нормальной жизни. И еще мне не понравилось отношение к тебе как ничего не значащей личности. Увы, это есть. Но, по крайней мере, тогда это было. Вот я помню, мы были в столовой на посудомойке, там разбилась какая-то чашка, и прапорщик заставил меня убирать это руками. Я говорю, слушайте, ну чего руками? Вон стоит лопата, я возьму это уберу. Нет, и они могут отдать под приказ, ослушаться которого нельзя. Как бы вот по уставу, пункт 1, командир всегда прав. Пункт 2, что делать, если командир не прав? Смотри, пункт 1. Вот, командир всегда прав. И, ну, честно говоря, вот у меня 2 сына, и вспоминая свою армию, которая прошла вполне благополучно у меня, в отличие от многих. И у меня бы спросили, хочу ли я видеть там своих сыновей, но я бы очень сильно бы задумался. И, конечно, бы посвятил эти 2 года, сейчас год, ну, какой-то другой деятельности по там, ну, потому чтобы узнать что-то новое для себя. Вот. И когда там я слышу людей, которые говорят, вот там у нас в институте, ну что там, сынок, ты еще в армии не служил. И мне это неприятно. У каждого свой опыт. И я считаю, если человек не хочет, то и не надо. Вот. И, конечно, я на стороне тех, кто за свободу. И, ну, вот считаю, такой мой ответ. Пожалуйста, еще вопросы? Тяжело ли было в 90-х заниматься всей этой литературой? Не было ли никаких проблем? Вот сейчас, когда оглядываешься, удивляешься, как ты выжил. Но в то время я был молод. А молодость прекрасна тем, что она как бы приемлет все. И то, что сейчас ты бы не вынес, тогда это воспринималось как вот, ну да, вот так. Ну и что? Находится много причин для радости, и ты не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг. Вот у нас были 90-е, но это было прекрасно тем, что... Ну вообще молодость прекрасна тем, что все в первый раз. Вот у нас в первый раз были это первые доллары, первые сигареты иностранные, первые удивительные напитки, там, амаретто, спуманты, ну, куча всяких напитков, там, вплоть до водки «Черная смерть» или «Спирт Роял». И все это было вновь, все это было интересно.
страна, которая вставала на какие-то совершенно другие рельсы, или даже не рельсы, а просто как бы корабль, потерявший управление. Вот, и ты в этом, но тоже солнце, те же девушки, и те же горизонты, когда ты веришь в хорошее. Вот. Было трудно, но молодость этого не замечает. Вот и вам того же желаю, несмотря ни на какие трудности, все-таки радоваться жизни. И знаете, что самое главное, наверное, не бояться. Вот если бы у меня спросили, что бы ты сказал себе молодому, я, наверное, сказал бы: не бойся. Не бойся, живи, и все, в общем-то, будет хорошо. Как бы глупо это ни звучало, все будет хорошо, но так оно и будет. Не бойся, не унывай и не горюй. И не бойся говорить «нет», скажем. Не бойся. Вот у меня был печальный опыт с первой женой, и не с кем было посоветоваться. Вот, допустим, был бы какой-нибудь там мужчина, я не знаю, или священник, и я бы сказал бы, вот, рассказал бы ему о своей ситуации, и вот я бы сейчас, как бы сказал бы себе молодому: слушай, если ты высказываешь сейчас мне вот эти сомнения, это говорит о том, что ты ее не любишь. Вот эти твои сомнения: любит, не любит, люблю, не люблю. Если люблю, не люблю, значит не люблю. Уходи и все. И это бы спасло бы, конечно, и нервы, и потерянные годы в жизни. Вот. Почему я говорю, это очень важно. Если есть сомнения, то уходите. В этом деле сомнений быть не должно. Потому что когда человек любит, он преодолеет все. Если сомневаетесь, то... Потому что обычно это у мальчишек появляется какая-то ответственность, там, страх обидеть. У меня доходило до того, что я думал, что если я уйду, то эта девушка покончит самоубийством. Господи, она не сможет без меня жить. Какой идиот! Фу! А она там хохотала за моей спиной. Ну да, это вот наивность. Не бойтесь и не переживайте, думайте чаще о себе. Вот и ничего слишком. Так, наверное, ответил я на вопрос. Молодость все переживает, да. Еще вопрос. Давайте девушку. Вот я люблю спрашивать взрослых, для чего вы живете, смысл жизни. Его же надо найти. Вот какие у вас планы на жизнь? Я с годами понял, что смысл жизни — делать добро. Все остальное бессмысленно. Все остальное бессмысленно. И вот у меня было одно подтверждение этому, очень показательное. Оно так сильно подвинуло мне мозги. Вы знаете, я всегда завидовал богатым людям. Не всегда хотелось богатства. Видимо, потому что я выходец из таких бедных слоев. По сути дела, у нас был окопный быт. Там печка, все вот добыто своим трудом. И когда я работал в журнале «Дружба народов», мы искали спонсоров. И однажды вышли на владельца сети магазинов «Дикси». Тот, который их создал, это Олег Леонов. Человек моего возраста, мой ровесник. И вот мы пришли к нему на разговор. И интересно, первое, что он сказал: что ты за собой чувствуешь? Это такое, по-моему, тюремное выражение, когда у человека спрашивают: что ты за собой чувствуешь? И оно меня удивило. Я думаю: Господи, а что же я чувствую за собой? Вот подумайте об этом. Вот вас спросят, что ты за собой чувствуешь? Потом, когда мы уже разговорились, меня поразила его печаль. Я видел перед собой своего ровесника, который испробовал в этой жизни все. Все, что ползает, летает, на земле, под землей, на воде, под водой. Все. И у него было такое выражение, он говорит: однажды я подписывал очередной 1020-й документ. И вот я его подписал, поднимаю голову, а впереди пустота. Человек, который испробовал все. Вот некоторые проживают всю жизнь, и они никогда не заработают $1 миллион. А у него, к моему возрасту, $1 миллиард.
Это 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов, представьте себе сумму. И он, ребята, он несчастен. Ну, сколько? Короче, очень много. Очень много. Миллиард долларов. И я не сочиняю, он правда несчастен. Он не знает, что ему делать дальше. Вот поставьте себя на его место. Вот вы все попробовали. Там Мазерати, Ягуары, Феррари. Ну, тележка с колесами. Допустим, любую красавицу. Практически любую. Но, допустим, любви нет. Вот поставьте. И вы встанете перед пустотой, имея за плечами миллиард долларов. И он пришел к тому, что ему нужно создать новую религию. Начиналось у них это с того, что он хотел вложить свои деньги в производство домов на потоке. Как вот делают машину на конвейере, так же они решили делать дома. Но возникла проблема с кадрами. И он стал их подбирать и понимает, что не подбираются. И он решил воспитать эти кадры для себя. А потом он понял, что можно воспитать кадры для жизни. И он стал писать книги для детей, книги для юношества и книги для взрослых. Как правильно жить, чтобы не совершать ошибки. Вот. И то есть этот миллиард, он пришел к тому, что как бы имею я. Вот. Ну вот смысл, понимаете, в чем? Извините, что я по-писательски на конкретном примере это вам объяснял. То есть живите так, как будто миллиард у вас уже есть. Поскольку он вам все равно ничего не даст и не изменит в этой жизни. Вашей точно. Ну вы скажете, ну да, заливай. Как бы, вот у меня миллиард. Что вы сделаете? Ну, вы купите суперавтомобиль. Вот вы купили суперавтомобиль. Вот представьте, купили, уже он у вас есть. Вы сели, поехали по Чебоксарам. Туда-сюда. Увидели красивую девушку. Она к вам села. Прокатили туда-сюда. Туда-сюда и еще куда-нибудь туда. И у вас все произошло так, как вы мечтаете. И понимаете, что вам это ничего не дало и ничего не поменяло. Ну ладно, думаете, нафиг эта машина, эти Чебоксары, поеду в Ниццу. Приехали в Ниццу, купили дом, купили яхту, конечно же. И вот вы, купили яхту, надо плавать. Поплыли. Плывете, и что-то вам нехорошо. Да еще как нехорошо. И вас начинает тошнить, потому что у вас морская болезнь, как у многих, степных людей. И вы стоите на борту своей яхты за $1 миллион и плюете. Отблевались, выпили лекарства, вам хорошо. Все, вас не тошнит. Выпили виски, выпили ром, выпили рум, все что угодно. Все, что хотите, можете выпить. И вы пьяны. Выпили много, вас снова тошнит. Вы думаете, нет, много не буду пить. Буду просто плавать, наслаждаться жизнью. Вы доплыли до Греции. Греция. Вернулись, доплыли до Италии. Италия. Те же люди, та же земля, та же атмосфера. Оливковое масло, хороший сыр. Поели. Зашли в прекрасный ресторан. Поскольку раньше вы никогда не были в прекрасном ресторане, вы наелись деликатесов, желудок это не сварил. Вы идете в туалет. Конечно, я утрирую. Но вы просто прокрутите это все в ускоренной перемотке. И поймете, что смысл, он в добре и в Боге. И в чем-то, что выходит за границы. Что от вас останется. Не яхта, которую у вас по санкциям забрали, не дом в Лондоне, который у вас английские омбудсмены отжали. Все, нет ничего. А что же тогда есть? Что есть? Слава Богу, если семья есть, если вы любите мужа, или муж любит вас, то есть есть любовь. Неважно, муж, жена, если вы любите сына своего, дочку, есть любимое дело. И если вы кому-то помогаете.
Потому что думаешь, господи, какая хрень, кому помогать? Но когда вы кому-то помогаете, вам хорошо. И вы чувствуете, что у вас в душе что-то хорошо. Когда в душе хорошо, то хорошо и телу. И вы понимаете, что как-то хорошо. Вот. Я вот сейчас это говорю, понимаю, что до вас это сейчас не дойдет. Вот. Но зерно сомнения я заронил. Вот. И этот Олег, он говорил, человека он вычислял мгновенно. Вот по глазам, и когда человек открывал рот. Вот он открывал рот, этот человек или девушка, которую он вызывал, на то, чтобы она написала ему текст какой-нибудь. И он встает и своему помощнику говорит, давайте поменяем формат встречи, и уходит. Когда он возвращается, то этого человека уже нет. И ему заплатили, и проводили, и все. Вот. И он любил настоящее. К нему пришел парень написать какой-то слоган рекламный для его компании Айона. И там кто-то ему говорил, почему Айона не кириллица? И он говорит, ну здесь кириллица, а как это будет в Америке или там в Австралии? И вот пришел парень, креативщик. И у него была такая политика человека разозлить. Ну, парень говорит, я стрессоустойчивый. Ага, стрессоустойчивый, ну давай проверим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, а Том, потом говорит, а почему ты пришел в таких драных кедах ко мне? Ну, просто в лоб, или еще что-нибудь жуткое. И понимаете, человек начинает юлить. Типа, вот это мода, вот это то. И однажды пришел парень, и тот же вопрос он ему задает, что ты пришел в драных кедах? И парень говорит, извините, у меня других нет. Это самый лучший и самый правильный ответ, что это правда. Он не юлит, он не обманывает. И он его берет на работу. И человек, которому нужна вот истинность. То же самое вот с девушками. Если там что-то проколотое, что-то там разукрашенное, раскрашенное. Если понятно, что человек себя продает. То есть это волнение и желание обратить на себя внимание. Быть ярким. Если ты хочешь быть ярким, то, скорее всего, ты одинок, видимо. И если что-то у тебя на лице нарисовано, ты хочешь отличаться внешним. А отличаться ты можешь только внутренним. Что угодно можешь с собой сделать, но ты себя не изменишь. Вот на это он очень внимательно смотрит. И очень многое зависит просто от вашей речи. И вот если вы читаете книги, вот меня спрашивали, если вы много книг читаете, то у вас будет хорошая, правильная, спокойная речь. И вас будут брать на работу. Вот и все. Вот такой расширенный ответ на очень хороший вопрос, между прочим, очень важный. Делать добро и быть самим собой. И не бояться честно отвечать. Просто честно. Кто вы по гороскопу? Хороший вопрос. Я по гороскопу как раз тот, кто любит говорить о гороскопах, кто любит каталогизировать, кто любит... Да, совершенно верно, я дева. И еще это, знаете, девы довольно-таки опасные люди. Им нужно быть добрыми. Потому что если они на стороне зла, это кошмар. Поскольку почти все организаторы тайных спецслужб мира девы, там, я не знаю, Ришелье, Иван Грозный, Дзержинский, и так далее, и так далее. Вот. Я дева. Девам нужно общаться хорошо для жизни львы. Если вы дева и у вас на пути рак встречается, обязательно с ним общайтесь. Сверхплодотворный союз. Обязательно. Если у вас на пути скорпион, скорпиона бойтесь, потому что скорпион деву очень сильно ранит, но никогда не убьет. Он ранит, но всегда что-то дает взамен. Всегда. Это сюжетообразующий для девы знак. Рак, но никогда не общайтесь с девой мужчины и девушки водолеи, не общайтесь с девами. Девушек водолеев к девам тянет.
но это бестолковый союз, и Водолей всегда будет в уроне, не нужно. Или, допустим, вы девушка-близнецы, ваш парень телец, не общайтесь, это роковой союз, обычно это все плохо кончается, это ссоры. Непонятно, почему они оказываются вместе, но очень часто оказываются вместе. Вот, но всегда печально. Вы не сказали, какого года вы рождения. Это один вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы быстро поступили в литературный институт, и расскажите, пожалуйста, о своей преподавательской жизни. Насколько вы быстро находите общий язык со своими студентами? Да, я родился в 70-м году. И, знаете, интересно, вот это вот чтение книг, да, и творчество, оно, в общем-то, омолаживает. И любой творческий человек, вот с ним общаешься, неважно, там, писатель, художник, актер, вот смотришь на него, и где-то вот здесь, в этом месте всегда ребенок прячется. Ты видишь ребенка. И как бы чем наивнее творец, чем более он детский, тем это даже и лучше. Часто это вот хороший показатель. А в Литинститут я очень странным образом пришел. Значит, я случайно встретился с ректором на бульваре возле Литинститута, бывшим ректором, у которого учился Есин Сергей Николаевич. И мы с ним разговорились, он меня узнал. Вот. Потом он мне позвонил и сказал, что как раз сейчас читает мою рукопись, которая была опубликована в журнале «Октябрь». Сказал, что верит в третью встречу. И мы с ним в третий раз встретились на съемках телепередачи «Игра в бисер» Игоря Волгина. И он сказал: вот хорошо бы тебе преподавать у нас в институте. И я помню, я стою в магазине, опять подрабатываю, и звонок у него. А у нас интересная такая какая-то по жизни, я не знаю, связка с Сергеем Шаргуновым. Где-то нужно подработать, и мне сообщают и говорят: вот должен был Шаргунов быть, но он занят, давай-ка ты. И вот он мне снова позвонил, бывший ректор, и говорит: вот у нас освободилась вакансия семинара очерка и публицистики. Конечно, мы хотели взять Сергея Шаргунова, но он ушел в КПРФ. Давай вот ты. И я таким образом оказался из магазина в этом институте. И что меня поражает, и поражает до сих пор, это, конечно, какая-то, щедрость Бога. Потому что, порой столько талантливых людей, и они так разнообразно одарены, что, человеческими путями и способами это невозможно заполучить. Это, конечно, откуда-то приходит свыше. Ты читаешь, думаешь, это чудо. Правда. И ниоткуда, главное. Такой взгляд на мир. И это вот то, что дает надежду, что все очень непросто здесь. И не кончается ни деньгами, ни силой, а чем-то таким невероятным. И это прекрасно. Вот. И Литинститут, он дает как бы культуру в литературе. Это такой эталон, он ее сохраняет. И приходит одаренный человек, но он как бы не ограненный. И вот там с ним занимаются и литературой древнейших времен, и средневековья, и там от Гильгамеша до повести временных лет, современная текущая литература, критика, поэзия, семинары творческие. И постепенно человек изощряется, он поднимает, знаете, как если бы раньше Петр I отправлял дворянских детей за границу, чтобы они изощрились, чтобы они увидели, что не только вот наши уголки есть, но мир гораздо шире. Как в одном рассказе чеченской писательницы Аси Умаровой, она описывает учителя в чеченском селе, и он говорил: ребята, мир за Дерекойкой не кончается. А Дерекойка — это большая река, за которой никто в деревню дальше не ходил. Вот, правда, он не кончается. Он и прекрасен тем, что вот можно это познавать. И вот этот институт изощряет, огранивает эти алмазы.
Ну, мы так, по мере возможности, способствуем этому. Сейчас, подождите, вот у нас микрофон, только мы задаем вопрос. Фарид, вы производите впечатление очень эмоционального человека, и вот в связи с этим у меня такой вопрос. Дина Рубин в своей книге «Одинокий пишущий человек» говорит о том, что писатель — это такое немножко страшное существо, которое ходит и собирает эмоции по своим знакомым, и вообще везде, где только может найти. Вот он их копит, как какие-то сокровища, точно так же, как актер собирает эмоциональные состояния везде, где он увидит, и использует их потом в своих ролях. Вот вы себя можете назвать таким собирателем эмоций, как вы их потом воплощаете в своих произведениях? Это первый вопрос. И второй вопрос у меня еще. Я читала перед встречей вашу повесть «Мужчины Рождества», и там есть, я не знаю даже как объяснить, у вас там такие интересные переходы. Вот когда читаешь, меня очень зацепило рассказ Павел. Очень какой-то четкий переход именно эмоционального состояния героев. Вот как вам это удается создать? Расскажите, пожалуйста. Я на семинарах всегда советую заводить записные книжки писателя и туда вносить свои наблюдения. Порой бывает лень, порой даже нужно проснуться, чтобы это записать. Но это очень важно. Вот вы идете, и вам что-то понравилось, там, какая-то пейзажная картинка. Вы ее записываете. Но потом, когда перечитываете, вы понимаете, что вы записали не пейзаж, а настроение. Каким-то образом оно считывается. Записываете диалоги, наблюдения. Я вот взял, чтобы не быть голословным. Допустим, моя записная книжка. Записная книжка писателя, из которого вот получаются и Павлы, и Витюши, и так далее. Витюша тоже очень важно. Ну вот, например, тот тип женщин, у которых приятные морщинки под нижними веками. Вы, наверное, видели писателя Водолазкина, да? Ощущение, что Водолазкин родился небритым. Мужчина с красным лицом и выпученными глазами, отчего кажется, что он в ярости, хотя при этом он абсолютно спокойный. Осень дует ветер, и у листьев движение ладоней наперсточника или шулера. Неприятный, сильный и в то же время уютный запах курильщика. В метро сижу и смотрю на ноги, и вижу как бы облизывающиеся носки кроссовок. Это, знаете, когда подошва загнута наверх и как бы прилеплена к носку, и ощущение, что подошва делает вот так. Или вот ты записываешь портрет, а оказывается записываешь характер. Крупное лицо девушки, прыщики на лбу, когда улыбается подбородок в мелких ямочках и бугорках, говорит с полным ртом брекетов. Ну, из палаты, это больница, из палаты приходит женщина, идет медленно, будто что-то может порваться внутри, морщится, но видно, что ей уже не больно. Это она от радости, что все страшное уже позади. Гигантской настырной мухой летает где-то меж потолков перфоратор. Я лежу на кровати и читаю. И вдруг ощущение дома, и я теряюсь, потому что на самом деле я в больнице. Поезд пролетает переезд. Вижу уютно освещенное синеватое нутро вагонов. Скорость, грохот и лязг поезда. А люди в плацкарте расслабленные, у них мягкие, уютные позы.
Пухлые клубы матрасов. Пухлые клубы матрасов и подушек в купе. Ну вот и так далее. А Павел это рассказ моего товарища одного. И это в реальности произошел случай. Ужасно долго он мне его рассказывал, выкурил, наверное, пачку сигарет при этом. Вот. И я его потом записал и немножко переделал, чуть-чуть совсем. Вот. В основном почти все пишут из жизни. И, как правило, это всегда чувствуется, потому что жизнь придумана Богом, а лучше, чем он, не придумаешь, конечно. Ну, редко-редко у кого бывало. И все, вот «Война и мир» это написано по письмам там, бабушек, записям. То же самое и «Унесенные ветром» по дневникам и письмам бабушек. Там взять «Тихий дон», почти у каждого персонажа свой прототип. И так далее, и так далее. По теории драмы, знаете, есть исходное событие, как бы всегда, когда ты начинаешь писать, нужно знать, что произошло до твоего произведения, за рамками его. Допустим, вот какое исходное событие «Вишневого сада», наверное, все читали его. Ну, там понятно исходное событие, что да, «Вишневый сад» его продадут. Или, допустим, исходное событие Гамлета. Это, конечно же, убийство отца. На этом все, вокруг этого все строится. И все они подспудно этим живут, обсуждают, и это двигает сюжет. Да, исходное событие Ромео и Джульетты — это вот вражда семей. Но кроме исходного события есть еще исходное настроение. Очень важное для писателя. Это, знаете, ну вот все мы сидим, слушаем историю. И только у писателя что-то начинает в душе клубиться. Он чувствует мелодию истории. И он думает, ага, это очень хороший рассказ. Из этого может получиться. Вот очень важно это исходное настроение. Тоже таким, наверное, нулевой пункт теории творчества. Вдруг вот что-то в душе сжимается, теплится, и начинается история. Это вот мой знакомый, он рассказывал, ему уж 70 с чем-то, он встречался с одноклассницами, такие уже, пенсионерки, и они тусили. И они сидят возле платана, и мимо проходит, он говорит, бабушка проходит, ему 74. А проходит, наверное, женщина, которая 84 года. И она останавливается возле его одноклассницы, 74-летней, и говорит, девочки, вы так хорошо выглядите, где вы одеваетесь? И они ей хором, бабушка, исключительно в секонд-хенде. И я вдруг думаю, о, это история. Я понимаю, что это начало истории какой-то. Вот, пожалуйста, вот исходное настроение. И они говорят, слушай, Коля, что мы тут сидим? Пойдем сходим к Верке 2 стаканчика. Это их одноклассница. Верка 2 стаканчика. Она работает, внимание, дегустатором научного производственного объединения «Магарач». Она пробует вино. И она ему говорит, Коля, что ты чувствуешь в этом вине? Что скажешь о букете? Ну, здесь такой запах. Коля, прекрати, запах в туалете. Это аромат. Чувствуешь ли ты веяние сирени? А там в подложке на дне вот это вот самая сердцевина виноградной косточки. О да, Вера, о да. И она везде, походу, выпивает. И когда мы пошли в дом-музей Чехова, стоим, я достаю из рюкзака бутылку вина. И она мгновенно из своей дамской сумочки вынимает 2 стаканчика под серебро. И ее зовут Верка, 2 стаканчика. И вы понимаете, вот эти вот 2 стаканчика, я посмотрел, это так грустно. Это одинокий человек. Выпить ей не с кем. Как правило, ну вот приехали на лето, а потом весь год. И он ей говорит, Вера, как же ты Новый год встречаешь? Да как, Коля? Стою возле Ленина в пальто, и дождик идет.
А потом пойду домой, там у меня кошки. Это на набережной, там у них Ленин в пальто. Все приезжают и говорят, что он у вас в пальто, почему не в плавках, это же Ялта. Стою возле Ленина в пальто. И вот эти вот два стаканчика. И вот так одно за другое цепляется что-то, и получается история какая-то. И они идут поздравлять свою учительницу, 80-летнюю. А она еще стесняется, примеряет какое-то платье и говорит, вы знаете, когда-то я пела «Ариоза матери» из оперы «Борьба за мир». И мы ездили в Париж. Помнишь, Илечка, мы ездили в Париж? И наш секретарь Бойко, все знали, что он из КГБ, приставал ко мне. Он зашел в мой номер и говорит, Люся, мы в Париже, отдайся. 85 лет женщине. Она мечтает о любви. Меряет платье, и ей шьет платье девушка, у которой очень плохое зрение. Постоянно ее шпильками подкалывает. Она вскрикивает. Вилечка, значит, 90-летний капитан дальнего плавания. И он говорит, Коля, ты знаешь, когда долго плаваешь, хочется женщинам. Коля такой, а вот с этого момента, Илья Георгиевич, пожалуйста, подробнее. Да что подробнее? Вот однажды, помню, поймали мы акулу. И что? Что? Матросы с ней спали. Как же так, Илья Георгиевич, как же так? До партсобрания дошло. 90 с чем-то лет старику. Загорелый. Он говорит, Коля, я так долго живу, у меня даже все наколки стерлись. А видно, татуировки здесь, типа, море, мы не забудем мать родную, якоря. Вот. И он пристает к этой молодой швее, которая плохо видит. И он ей говорит, Анечка, вы плохо видите. Она говорит, да, Илья Георгиевич, не айс. Он говорит, что? Не цейс? В общем, с ними умор. И вот так одно, другое, вот эти вот исключительно в секонд-хенде, и начинается эта история. Последний, наверное, вопрос. Можете назвать ошибки начинающих писателей? Что? Ошибки начинающих писателей. Да, конечно. Вот это тоже теория творчества. Мы как бы даже не сговариваясь к ней пришли. Обычно начинающие писатели пишут о себе, естественно. Это как бы само собой. И когда вы пишете о себе, вот главное, кто бы вот мне это раньше сказал, и я потом отвечу вам. И я как бы вам отвечу за самого себя, тогдашнего молодого. Самое главное, не жалейте себя и своего героя. Потому что начинающий автор начинает стенать, как ему плохо, как он страдает. Конечно, легче тем, кто пишет о других. Ты других меньше жалеешь, и как бы получается без пафоса. Первое, не жалейте себя. И второе, очень важное, не делайте из себя мачо. Как правило, делают из себя крутого лирического героя. Такой в черном плаще и вообще. Лучше делайте из себя нелепого неудачника. Потому что 90% наших читателей это нелепые неудачники. Олигархи и прочие владельцы мира, они, как правило, не читают много. Вот, значит, нелепый неудачник, пусть будет вашим героем, и не жалейте себя. Вот. И если что-то вспомню еще, то скажу. Есть ли какой-то ритуал творчества? То есть это должен быть уютный кабинет, абсолютная тишина, там, чашка кофе. Что-то есть такое? Или как бы, вот, приходит вдохновение, пишу на коленях, там, на маленьком лоскуточке? Я просто вспоминаю, как у меня. Ну, вы знаете, правда, наступает какое-то опьянение, и оно тебя подлавливает. И я помню, как я написал первый рассказ, который был опубликован еще в газете «За коммунистический труд». Это уже прошлый век.
уже этого государства-то нет. Я пришел из кинотеатра, была весна, пела Жанна Агузарова вот этот старый трамвай, что ли, песня, и вдруг меня что-то нашло. И я сел прямо возле печки нашей и рассказ записал. С годами все меньше вдохновения, все меньше. И вот остается как бы истинное. Ты понимаешь, что читателей особых у тебя нет. Там, ну, какие-то ценители. Денег особых тебе это не приносит. Славы тебе это не дает. А ты все равно пишешь. Вот это вот какое-то, ну, неизбывное желание. И ты испытываешь наслаждение. И оно, ну, очень мощное. Такое, знаете, когда, ну, вот все хорошо, мир прекрасен, даже вот он будет рушиться у тебя на глазах, а тебе хорошо. Вот. Ну, скорее всего, у меня так, да. И вот, допустим, есть вещи, ну, как правило, я уже думаю, ты, конечно, Фарид, отчасти сумасшедший. Сам себе что-то вообразил, сам себе это исполнил. Это знаете, как вот... ну и этот КГБшник, он когда меня проверил, он говорит, тебе надо у нас учиться, ты нам очень подходишь. Мы можем тебя направить в школу КГБ в Шауляе, школа ГРУ. Ну, я думаю, я писатель, там перестройка, все это рушится, какой КГБ. Вот. Но, видимо, не зря он меня приметил, потому что видит, что полусумасшедший, полупсих. Это знаете, как я еще думаю, вот эти вот спецслужбы, да, это придумать заговор. Это же уметь надо. Придумать заговор, его вычислить, главное не выйти на самих себя и как бы еще получить за это какие-то деньги. Ну и вот здесь думаешь, да, это прекрасный роман, я не могу его не написать, я должен. Кому должен? Зачем должен? Читать его никто не будет практически. Но ты сидишь и пишешь. И я когда этот роман написал, мне стало легче жить. Я вот словно, вы знаете, как вот он меня мучил. И когда я его отписал, как кто-то сказал, ты свою миссию выполнил, можешь быть свободен. И, ну и как-то мне и легче стало, и как-то и жить в том числе стало легче. Как бы я вот, ну, какое-то дело сделал, неважно, там, какой он, экстремальный, экстремистский, неудачный, невозможно нечитабельный и так далее, но вот я это сделал. Видим, может, чем-то заложено, может, он где-то там сыграет, что-то сделает. Ну, вот в таком психозе живешь. Извините, еще один вопрос. А вот что повлияло, на какое вдохновение вас направило на эту литературо-лирическую тропу? Понимаете, что вы стали писателем, что вы стали писать, такие замечательные произведения. Спасибо. Рассказываешь что-то, рассказываешь, и людям нравится. Пишешь сочинения школьные, отмечает учитель, видишь, как это действует на людей, потом начинаешь публиковаться, это и так вот одно за другое цепляется, и вот уже стоишь и сводишь с ума других людей. Еще вот, знаете, начинающему писателю вот тоже беспроигрышный момент, я его не понимал. Я однажды отправил пьесу свою Людмиле Улицкой, и она мне ответила, ну, по e-mail. Ему вот дам вам совет, он считается пошлым таким, но он очень действенным. Пишите о тех, кого любите. И это очень хорошо получается, потому что любишь, жалеешь, переживаешь, знаешь хорошо. Вот. А когда не особо любишь, то и получается с холодноватым носом, и герои получаются такими, ну, не многомерными, плоскими. Пишите о тех, кого любишь. Вот, тоже совет. Спасибо большое, мы на этом закончим. К сожалению, мы должны... Тут будет другое мероприятие. Давайте выберем тех, кто получит наши книжки за лучшие вопросы. Кому? За какие вопросы? Да, кто у нас? Вот, за смысл жизни, да, который, я думаю, полезен всем ребятам. Девушка, это вам. Похлопаем, пожалуйста. То есть, да.
помните, что вы все олигархи, все с миллиардом, и не бойтесь быть честными. Это знаете как? Вот я замечал у юных, молодых, они начинают что-то говорить, и видно, что он не знает, но он доказывает, учится. Просто скажите, я не знаю. Ну ты не можешь все знать. Скажите, извините, я не знаю. Почему ты в рваных кроссовках? Извините, других нет. Почему ты не соответствуешь? Ну потому-то не соответствую, надеюсь, что вот это сделаю, буду соответствовать. Извините, я такой. Извините, принимайте меня таким. Какой есть. Самые лучшие ходы. И когда я работал в магазине, приходили очень богатые люди. И вот ты понимаешь, деньги тоже зря не даются. У них, у всех, неважно, как он выглядит, очень умные глаза. Видно, что человек читал, жил, видел. Умные глаза. И они, когда с вами общаются, все будут смотреть вам в глаза. А глаза зависят от того, как много вы знаете и насколько вы искренни и просты, вот именно в божественном понимании. Не бойтесь быть собой, не бойтесь извиняться, признаваться и вот, знать себе цену, а вы стоите миллиард. И впереди перед вами не пустота, как у него. Вот, и не ставьте на зарабатывание, а ставьте на то, что вот останется. И когда какое-то хорошее дело делаешь, то прикладывается что-то. А если нет ничего, то, конечно, дом, семья, работа тоже прекрасно. Вот смысл жизни. Так, еще кому? Вот творчество, хороший вопрос. Это который? Творчество. Это который был вопрос? Вот молодой человек. Да, пожалуйста. Подходите сюда. Еще кому? Еще две книжки? По желанию, кто хочет. Нет, вы вспоминаете. Ирина, вот хорошо. Пропала. Да, пропала, хороший вопрос. Да. И еще один вопрос. Вон девушка. Она не задавала вопрос. Давайте вместе парня был хороший вопрос. Вот 90-е был хороший вопрос. Вы задавали, да, или кто задавал вопрос? Вот вы, да. Да. Давайте сейчас выясним. С автографом подождите. Знаете, что хотел сказать? Спасибо. Благодаря современности мы же не прощаемся, и на чьи-то вопросы я не ответил. Кто-то хотел что-то спросить, но не при всех. Я есть ВКонтакте. ВКонтакте Фарид Нагимов. Поэтому, если кто-то хочет, то выходите. ВКонтакте там можно понять, у меня это литературный институт. И ВКонтакте я в смешной шляпе. Вот. Поэтому там не ошибетесь. Поэтому со всеми на связи, конечно. Так, давайте подойдем за автографами, кто хочет, и потом сделаем общее фото.